Кыргызстане сердечно-сосудистые заболевания становятся настоящей проблемой. Увеличивается количество больных. В отделение сосудистой хирургии Национального госпиталя ежегодно поступает около 2000 пациентов. Это единственное медицинское учреждение подобного рода в Кыргызстане. Если раньше болезнями сосудов страдали пожилые люди, то сейчас все чаще за помощью обращаются молодые. Наше отделение сосудистой хирургии рассчитано на 40 коек. Только единственное у нас в Кыргызстане отделение. Больные очереди ждут. Ждут очереди, пока места освободятся. Так и поэтому надо думать, что увеличение койки. О том, что больна, Фатима узнала полгода назад. Операции ждала несколько месяцев. Лечение прошло успешно. Через несколько дней женщина вернется домой. Причины сердечно-сосудистых заболеваний могут быть разными. От плохой наследственности до неправильного образа жизни. 32 года у меня непроходимость венных протоков. Где-то что-то тяжелое, может быть наследственное. Причин много. Послеродовое тоже может быть. Очередей может и не быть, говорят врачи. Нужно только обновить медицинское оборудование. То, что сейчас не позволяет оперативно проводить диагностику и ставить точный диагноз без дополнительных анализов. Необходим новый аппарат, чтобы мы здесь больных поступивших сразу могли здесь посмотреть на аппарате и решить дальнейшую тактику лечения. А то, когда больные поступают к нам, мы их отправляем в частные клиники. Минздрав сделал один шаг в решении кадровой проблемы. 3 молодых специалистов стажировались в Ереванском институте хирургии имени Микаэляна. Полученный опыт и новые технологии в лечении сосудистых заболеваний они передадут коллегам в Кыргызстане.